Первым президент Бадрагунба посетил домовладение на Кадурском шоссе, пострадавшее в результате сильного ливня. Мэр Сухума Тимур Агырба доложил главе государства о работе городских служб и отметил, что пострадали от Нового района до Синопа. Десятки квартир оказались затоплены, крыши домов повреждены шквалистым ветром. По его словам, в домах на Кадурском шоссе затоплено около 12 квартир. Существующие ливневые коллекторы ветхие, не справились с напором воды. Работники Домуправ собирают информацию о пострадавших и составляют акты. Будем сегодня вечером сводную уже делать, справку вам пришлем. По энергообеспечению, у нас маяк восстановлен, центральная часть города восстановлена, Синоп восстановлен, остается только Баслат-ГЭС, там изолятор, молния ударила, вышел из строя, но какой-то изолятор уже нашли, Суэц везет, вроде бы должен подойти, должны восстановить. Там света нет всю ночь и вот сегодня весь день. По улице Ладария еще подпорная стена у нас обрушилась, здесь в Синопском ущелье дорогу подмыло. Завтра надо будет уже к часу дня собрать первую первичную информацию, будут даны первые поручения. К сожалению, стихия затронула как горожан, так и жителей районов, в частности Сухумского района. Там тоже серьезные последствия от этой стихии. Определенные поручения уже даны. Необходимо сразу первичные мероприятия провести, чтобы граждане не остались со своими проблемами один на один. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня также доложил о работе спасательных бригад. С утра мы сразу выгнали машины, команды повышенной проходимости, потому что уровень воды быстро начал подниматься. И много машин уже не могли проехать, и машин 20. Тут надо будет оказать поддержку и помощь коммунальным службам. Я знаю, что ребята уже работают, надо будет максимально сейчас оперативно. Мы взаимодействуем, мы готовы. Затем глава государства осмотрел подтопленные квартиры и пообщался с жителями. Гульнаре Клычевой пришлось вычерпывать воду из квартиры ведрами и снимать напольное покрытие. Пострадала мебель. Женщина не смогла сдержать слез. Вот ламинат я уже сняла, а в той комнате ходишь, вода внутри, буду завтра тоже снимать его. Вот насколько вот так вот я в воде была. В ближайшее время приступим к оказанию помощи. Обязательно все службы будут задействованы. Мы окажем содействие в восстановлении всего. Она вода стояла, вот так ламинат плавал у меня здесь. Да, к сожалению. Успели снизу, что есть. Подруга приехала, а успела мне все помочь. Мы поможем. Кресло выкидывать, диван выкидывать. Все мокрое. Утром двор выглядел иначе. Дети катались на саббордах, а к началу съемок вода почти ушла. По всему двору остался лишь слой ила. Жители показывали на стенах, до какого уровня доходила вода. Затем Бадрагунба посетил район Синопа. Жители рассказали о произошедшем и выразили надежду на то, что государство окажет необходимую помощь. Благодаря вот этому, что нам сделали в этот раз, нам в дом не зашла вода. Вот реально 20 сантиметров осталось, но она не зашла. Только дворы. И то дворы вода уходила и не стояла. Ила вообще не было. То есть дворы чистые. Обычно остается вот прям такой ил, а сейчас нет. Президент Абхазии Бадрагунба дал ряд поручений по ликвидации последствий ливня. Глава государства подчеркнул, что стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре и жилым домам. В частности, в Сухумском районе многие сельские дороги и мосты получили серьезные повреждения. К сожалению, это затронуло как минимум 3 района. В Сухумском районе фактически большое количество сельских проселочных дорог приведено в негодность. Даны поручения управлению капитального строительства уже буквально с завтрашнего дня осуществить все контрольные мероприятия и приступить к ликвидации последствий. Что касается города Сухум, здесь даны определенные поручения как городской администрации, так и Министерству по чрезвычайным ситуациям для ликвидации последствий, которые в зоне городской черты. Жители, которые пострадали от стихии, им будет оказана поддержка, в том числе тот вред, который был нанесен их имуществу, будет компенсирован и восстановлен. Шазина Ханагу, Арам Мукамке, Абхазское телевидение.